Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 14 июня. Мы смотрим среда, все знаки зодиака, по 6 знаков в двух частях. Колода «Цыганский пасьянс». 14 июня, Овны. Среда, события дня. Так, смотрим вам, что у вас будет в среду. Книга «Посещение госучреждения». Не хотят ничего показывать. Победа еще есть, флаг. Победа в госучреждении. Сейчас посмотрим еще, что тут горизонтали, вертикали нам покажут. Горизонтали нет. Ссора еще есть, метла. Или наведение порядков. Так, здесь нет. Значит, смотрите, получается посещение госучреждения. Какая-то победа в этот день вас ждет. И тут два варианта. Либо это может быть небольшая ссора с кем-то, либо наведение порядков, да, когда нужно все разложить по полочкам. Тоже вот может так проигрываться. Ну, вот такие события для вас, Овны. Благодарю за внимание. И переходим к Тельцам. Так, Тельцы. 14 июня, среда. События дня для Тельцов. Дерево. Первое событие. Приглашение. Весы. Колебания, сомнения. Выбор. Идти, не идти, да, то есть принимать, не принимать приглашение. Надежда. Событие, мероприятие, праздник. Домик может показывать в семье в этот день. Подарочек. Ну, очень похоже, смотрите, на какой-то праздник. Да, то есть приглашение, праздник, подарок. Так, нет карты, нет совпадений, нет. Нет совпадений. Получается, у вас 5 событий. Первое – это подарок, приглашение, событие, праздник, колебания, сомнения и надежда. Еще свечи могут показывать какой-то вот романтический, может быть, какой-то ужин, вечер, как вариант, еще может быть так. Ну, вот такие события для вас.
на среду. Благодарю за внимание. Тельцы, перехожу к близнецам. Так, смотрим близнецы. 14 июня. События дня для близнецов. Покажите мне, что у них будет. Среда. Бабочка, у вас может быть какой-то деловой разговор, общение в этот день. Успех. Возможно, вот этот разговор приведет, да, к успеху. Нерешенный вопрос. Горизонтали, вертикали я тоже не вижу. То есть я у вас только увидела 3 события. Первое – это деловой разговор. Дальше какой-то успех в этот день и нерешенный вопрос. Да, то есть непонятно, вот деловой разговор он может закончиться как не решением вопроса, да, так и успехом. Поэтому тут сложно сказать, каким будет результат. И ножницы, видите, нет, да, то есть решения вопроса нет. До решения вопроса очень далеко получается. Да, не в этот день, не в ближайшее время, скорее всего, что вы его не решите. А успех будет в каком-то еще, да, то есть будет и нерешенный вопрос, но и будет и успех какой-то. Так что 50 на 50, можно сказать, у вас денек. Благодарю за внимание, перехожу к ракам. Раки, 14 июня. Июня, события дня. Приглашение. Куда-то вас пригласят на какое-то мероприятие в этот день. Маска. Обман. Кто-то может обмануть. Тайная встреча. Обманы, тайные встречи. Деловой разговор. Обман в разговоре. Дети. Общение с детьми. Либо какое-то событие, связанное с ребенком, еще может быть. Будильник нельзя. Печаль. Что-то вас расстроит.
и успех. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрим. Получается в этот день приглашение, какая-то тайная встреча, деловой разговор, обман, общение с семьей, с детьми, печаль, разочарование в чем-то и успех. Да, тоже такой вот день 50 на 50 у вас. Да, то есть, с одной стороны, есть успехи, да, то есть, но есть и разочарование. Ну, вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Львушки. 14 июня. События дня для львов. Покажите мне. Интимная связь выпадает, кровать. Или еще, если первое событие, то это нежелание с утра просыпаться рано. Нерешенный вопрос. Цепь. Исполнение желания. Деловой разговор. Победа. Событие, праздник в доме. Тайная встреча. Гости. В тайне. Пойдете в гости куда-то, не знаю. Угу. Проверяем. Значит, друзей нельзя. Ключик. Все в ваших руках. Кораблик нельзя. Значит, получается, ну, у вас событий много, смотрите. 4, 8, 9 событий. Может быть интимная связь по ключику. Перед вами нет никаких преград, да, то есть открыты все двери. У вас может быть деловой разговор, исполнение желаний, победа, какое-то событие с гостями. И также у вас еще выпадает тайная встреча, свидание и нерешенный вопрос. То есть из минуса тоже, ведь минус тоже есть, нерешенный какой-то вопрос. И смотрим, ножницы, одна половинка, вторая. Ну, в принципе, тут как бы недалеко, да, то есть между ними две карты. Ну, это говорит о том, что этот вопрос уже вот должен скоро решиться. Но не в этот день, да, то есть тут победа и ключик, да, то есть это будет какой-то другой вопрос, не этот. Этот так и не решится в среду. Вот такая информация для вас. Причем здесь скорее вопрос, которым вы уже когда-то, ну, когда-то пытались решить. То есть это вот уже из раза в раз вы пробуете и не получается. Тут скорее так. Благодарю за внимание и перехожу я к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Девы. — 14 июня, среда, события дня.
Нерешенный вопрос. Какой-то день нерешенного вопроса. Почти у каждого знака эта цепь выпала. Флаг нельзя. Свидание. Ключик. Открытые двери возможности. Вот интересно. Но при этом вопросы не решаются. Ну, сейчас посмотрим, может быть, вам еще ножницы выпадут. Хорошее настроение, солнце. Надежда. Надежда на решение. Казенный дом. Это госучреждение. Событие, праздник, домик. В доме какое-то событие. Луну нельзя. Так, а здесь нет. Теперь проверяем с вами горизонтали, вертикали. Нет, и здесь нет. Значит, смотрим. Мне интересно ножницы. Нет, ножницы не получается. Вот разделяют две карты. То есть, опять же, нерешенный вопрос не решится в этот день, но решится уже очень скоро. Видите, две половинки, два шага до каких-то осталось. Значит, в этот день будет нерешенный вопрос, это минус. Дальше из плюса у вас будет какая-то приятная встреча, и вы будете очень довольны. По ключику какие-то новые возможности, да, то есть перспективы, открытые двери, да, то есть что-то новое может быть в этот день. Дальше посещение госучреждения, надежда и какое-то событие, мероприятие. Ну, вот такие события для вас, девы, на этот день. Много хорошего, но есть, конечно, и минусик тоже. Благодарю за внимание. И дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставляю всегда для вас под видео внизу в описании. Переходите и встретимся с вами во второй части.